Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Юбилей абхазской дипломатии. 30-летие Министерства иностранных дел Абхазии отметили в Сухуми при участии многочисленных зарубежных гостей. Слово свидетеля Игоря Ловчева. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров. Бойцы информационного фронта. Новый проект Абаза ТВ стартует в сегодняшнем эфире. Торжественное заседание в честь 30-летия Министерства иностранных дел Абхазии состоялось в актовом зале Кабинета министров. Официальная часть торжества состояла из выступлений президента Аслана Бжани, министра иностранных дел Инала Ардзинба, ветеранов дипломатической службы, гостей праздника, а также вручения медалей и других наград. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Министерство иностранных дел Абхазии было сформировано в разгар Отечественной войны народа Абхазии. 17 мая 1993 года было неясно, сколько еще будут длиться боевые действия. Но уже стало понятно, что необходимо начинать внешнеполитическую деятельность. Тогда и сформировался дипломатический корпус Республики Абхазия. Спустя 30 лет абхазским дипломатам есть чем гордиться. Дипломатия абхазская, она формировалась в непростых условиях, в сложной борьбе, в противостоянии таким серьезным игрокам на мировой политической арене. Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны. Российская Федерация, которая единственная оказывала нам поддержку в этой сложной борьбе. И вот как закаляется сталь, так и формировалась наша абхазская дипломатия в этой непростой борьбе. По словам Сергея Мироновича, абхазская дипломатия формировалась на лучших мировых образцах. Мы учились у тех, с кем боролись, говорит Шамба. Мы, собственно говоря, учились у таких замечательных, великих дипломатических школ, которые я перечислил. Кроме тех стран, о которых я говорил, здесь, в Абхазии, в этот период большую определенную работу проводили глобальные международные гуманитарные организации. Представители, дипломаты, послы разных стран участвовали в процессе урегулирования грузино-абхазского конфликта. И многие страны хотели участвовать в этом процессе, прилагали большие усилия такие страны, как Турция, Украина, которые хотели участвовать, что это было престижно в то время участвовать в процессе, где такие страны задействованы. Вот в таком противодействии, в таком противостоянии и зарождалась, формировалась, росла и укреплялась абхазская дипломатия. Первые признания независимости Абхазии произошли в то время, когда Сергей Шамба возглавлял МИД. Он с теплотой и гордостью вспоминает то время, своих коллег и репутацию, которую десятилетиями нарабатывали абхазские дипломаты. Мне посчастливилось подписать соглашение об установлении дипломатических отношений с самым большим государством в мире и самым маленьким государством в мире. Я подписывал соглашение с Российской Федерацией, с Венесуэлой, Никарагуа, с Тувалу, Вануату. И я рад, что пришедшие после меня молодые люди, Максим Дивинджия и потом Даур Ковы, они продолжили эту работу замечательную. И абхазская дипломатия даже в кругах вот этих международных дипломатов, которые участвовали в этом процессе, имела свое даже лицо. Как они говорили, абхазские дипломаты улыбаются, но ничего не уступают. Поэтому я хотел бы, чтобы вы улыбались, но никогда не уступали наших коренных интересов. С профессиональным праздником дипломатов поздравил и президент Абхазии Аслан Бжани. Он отметил, что абхазская дипломатическая служба прошла сложный и интересный путь становления и развития. Министерство иностранных дел Абхазии было создано в самый разгар войны 17 мая 1993 года. В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии, МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность. Министерство иностранных дел Абхазии имело достойных руководителей. На протяжении 3 десятилетий МИД успешно справляется со своей главной задачей – защитой внешних политических интересов Республики Абхазия. В частности, МИД Абхазии внес
существенный вклад в развитие дружественных российско-абхазских отношений. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул важность сотрудничества Министерства иностранных дел Абхазии и России, так как существует внешнеполитическая координация, с помощью которой укрепляются позиции Абхазии. Наши страны и народы объединяют как общие истории, так и нынешние тесные отношения союзничества и стратегического партнерства. Важным цементирующим фактом является общность взглядов на современное мироустройство. На фоне начавшейся в феврале прошлого года специальной военной операции Абхазия заняла принципиальную позицию, признав суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем и их вхождение наряду с Запорожской и Херсонской областями в состав Российской Федерации. Все поздравления, телеграммы и адреса сегодня принимал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он, в свою очередь, поздравил и поблагодарил ветеранов дипломатической службы и заявил о намерении продолжать ими заложенные традиции. Хотел бы высказать слова благодарности ветеранам дипломатической службы. Они здесь сегодня присутствуют. Давайте им тоже поаплодируем. Опираясь на накопленный 30-летием опыт, мы стараемся выдерживать эту планку и защищать максимально эффективно национальные интересы Республики Абхазия. Поздравили сотрудников абхазского МИД, спикер Народного собрания парламента Абхазии, министр обороны и председатель Конституционного суда республики, министр иностранных дел Южной Осетии, Никарагуа, посол Венесуэлы в России и Абхазии, представитель Приднестровья, а также собравшиеся заслушали видеообращение Марии Захаровой, официального представителя МИД России. Завершилось торжественное заседание вручением медалей, присвоением очередных дипломатических рангов и раздачей подарков. Марианна Котова, Инала Гухава, Торник Амичба, Абазатова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с 30-летием со дня образования Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В поздравлении, в частности, отмечается: под вашим руководством внешнеполитическое ведомство успешно осуществляет деятельность по укреплению позиции государства на международной арене. Отмечаю высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между нашими министерствами. Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии. Поддерживаю прочного мира и надежной безопасности в регионе. Поздравил министр иностранных дел Инал Ардзинба и всех абхазских дипломатов с 30-летием со дня образования МИД Абхазии известный телеведущий Владимир Соловьев. Сегодня братская Абхазия отмечает 30-летие со дня основания Министерства иностранных дел. Всю свою многострадальную историю абхазский народ боролся за независимость, за право быть услышанным на международной арене. Вместе с Российской Федерацией и ее партнерами в разных частях света Абхазия развивает межгосударственные отношения на основе суверенного равенства государств, принципа, заложенного в Уставе ООН. Абхазия не осталась в стороне в трудное для России время. В периоды своего руководства и народ страны поддержали нашу борьбу за справедливый миропорядок. В лице моего дорогого друга, министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, хочу пожелать Абхазии процветания, а абхазским дипломатам успехов в деле расширения полосы ее международного признания. Накануне президент Абхазии Аслан Бжаня подписал указ о присвоении Одиссею Бигваву и Ираклию Тушба ранга чрезвычайного и полномочного посла. В медиацентре МИД Абхазии в среду работал форум «Глобал Абхазия», приуроченный к 30-летию МИДа. Участники форума: Аслан Бжаня, президент Республики Абхазия, Сергей Шамба, секретарь Совета Безопасности, Инал Ардзинба, министр иностранных дел, Денис Роналдо Манкада Калиндрас, министр иностранных дел Республики Никарагуа, Ахсар Джоев, министр иностранных дел Республики Южная Осетия, Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, чрезвычайный полномочный посол Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации и в Республике Абхазии, Роман Громов, учредитель IBION Technologies. В Абхазском государственном университете в рамках празднования 30-й годовщины со дня образования Министерства иностранных дел состоялась встреча приглашенных гостей с ректором АГУ Олег Угварами. Подробнее об этом в репортаже, который вы увидите на нашем канале в четверг, 18 мая.
К 20-летию МИД Абхазии в 2013 году программа «Постфактум» подготовила цикл интервью с экс-министрами иностранных дел Республики Абхазия. В проекте приняли участие Сократ Джинджоли, Константин Узган, Леонид Лакирбаев, Сергей Шамба, Максим Гвинджи, Вячеслав Чирикба. Проект «Постфактум» из архива Абаза ТВ смотрите в нашем вечернем эфире. Ныне действующая власть целенаправленно стирает имя Владислава Арденба из истории Абхазии. Об этом заявляет Политсовет Республиканской партии ФНЯ. Как отмечается в заявлении организации, очередным вопиющим фактом целенаправленной политики ныне действующей власти по стиранию с современной истории имени основоположника независимого абхазского государства Владислава Григорьевича Арденба явились юбилейные мероприятия, посвященные 30-летию МИДа. В своем выступлении президент Бжани не упомянул, чьим решением был создан столь важный орган исполнительной власти. Владислав Арденба, проявив мужество, принял это своевременное, дальновидное стратегическое решение. Так же, как и по созданию Министерства обороны и ряда других важнейших государственных структур, дав понять всем, кто встал с оружием в руках за свободу и независимость Республики Абхазия, что с избранного пути руководство страны не свернет. С полным текстом заявления ФНЯ можно ознакомиться на официальных ресурсах политической партии. На поляне Лыхнашта 17 мая состоялось собрание актива сел Дурипш и Лыхны, на котором было заявлено о том, что анонимная публикация, порочащая честь и достоинство экс-депутатов Михаила Сангули и Дмитрия Арденба, была сделана человеком, который находится в прямом подчинении президента Абхазии Аслана Бжани. Кавалер ордена Леона, экс-депутат парламента Дмитрий Арденба заявил, что президент не оставил им выбора, кроме как обратиться к Лыхнинскому святилищу. عباس دي عوارض كلا راح تحزمز وردايا حيتشرب أبري أوسط تبيك سيس الصدق كلا مريوزا ديما دي يزيد كلا زون برسرخنت أبرا سقلا أنا أبرا صالر خد ديبوتات ستفناس بزي الخروب صالز أبريوزا في سبيزو نخين دانا نان دانا خا صحديس زاد كلا مدفيد سم كلا دستريوزا أدري سيدي كلا دي سوزوم أخا حرابري مرخخ زبا يخترقوا زاشي حزن بدي يحضروا أقولهم زرقرات شوب ياشوب كمرات شوب يحبي مخو حزن يحبي مخو رات شوب هر حالي راح تروبري ورداين دو حوا قوانيحات ورسزجير يوت زديرزير يوت يخبديك حاجة خنبيكو آخر هريز باب رسرديز قومت في جبري قرق على زوم هري ياشا زمحة أبري هات هر حال حنين حنين ترى عباس أجلر ميزرزة وشتان وتركا حلم هر حال حنين راح تبري هذا حمز قلزين يكتر عبارة بريق قلص شوك شوك زدين يخبي أمش زدين وانزل بيجي عجز شد قلنا حيزوتا باب صبرا شاية دي برح قلرو بدي عجلك الشاس فما زبي يالسا زاجبن شرحالي يزني عيني حد قلي ورح تحزمها رايش القل راح تحمر نابرود يكرشاش ان حبروح حزجورة نصوبرا راح ترم بوزر كويس سنم личный состав Дима и топ. И хахам то нас разгар стаху, выйди дузар, зоб вы его сихалот, вы дропи хазби халат. А мол сидгал не хат, у вас его хазадозер сидгал не сихат. Дима диехат. Нас усех дро. Аха, ярак шемпи али. Ари реала янгила пиштану, ваджа шекчер гахот. وترى ما بيني درجلنا دارجيت حوزر على دش جوزر على أبريد صح برجع إذا بتشي يوم شريزن الدراروبي زما إسقبدي مفددي بروكوراتورة دي ورجع يصو زيت على رجع يصو على زمحة أحمي بكشاب سويجي زع على زم أريد تامبرا أبسوي زحني يحوح خمس غلط زمرة تامبرا عباري تامبرا حلا درجلتي تا حرح رحود شاي بري شحكة بها درا آخر منزل ناس آخر منزل وتروح بتروش دخلوا بنسيزن يلا الله حباب بزيرن شيء عيسى هراي يحضروا حرحاتسكي سيحبروا يردروا أبري تازي ويز رزق حرحاتسكي سيتعاني يردروا أخاك يرحار ارتخم يخكلنوا يردروا أبري حنالا تشوز أبرا أقوى إزارك جحاما نباس حيد ورا
وبران زحناجم جن ورسرا أدرس يجوب أدرس يشوب حسحوم أبراجلر شوكسو ورجبا يجبز حرت يا حبيت أي بشران وما أي بشراب خما ويشتخما شاش خلص حرجح قلم حقوي أص هاي حاي شرا تخور الزجرجوي أص وشجي أجلر دز خط قلز جبوت ورا يكتك يتجاي بزيه أبرا رخص ساخك وكده برا شي جيك حاشتشا ورا ورد جراعة روبار غلط سراي مش عاعة روبار غلط أبرا جلركش قلو يا حاشز حاشت وجح شواتي عر وقوي مقجوي يا نرتوت ورا ينتريوز حاشزي حاجل ارتبانية نرتون أرتروس هذا زي محل يرزنمتزي حراح زلان قلوساش حاج لغزر حتشجاع بزيه حاشتك حبي فرغزر حبت شريخ زغنرا ورا حرتجي حاجل ريتيس حوت رجباع خغز حرجع عقن حراب رجاج ولا قال قصات شاكس خد حسبي انا قلت حيل زرقواكو الب حمزات ابرا داينا يحارو ابري عشان تركتر قزاز دز زمدرو سوس زالم ناسجا ابريس مسванс гижнесна а структура кадзаз ресмтез абар трих спылчо изери пчо адзаз ресмтез ха дайна ихаро. Напомним, 26 апреля Абхазии служба государственной безопасности выступила с официальным заявлением о том, что распространяющаяся в интернет-пространстве информация анонимных пользователей о причастности к порубке липы на Лых-Нашта, кроме братьев Богатель и иных граждан Абхазии, не соответствует действительности. Бойцы информационного фронта. Новый проект «Абаза ТВ», который стартует в сегодняшнем эфире. Это цикл интервью и телевизионных фильмов о работе СМИ Абхазии в период Отечественной войны народа Абхазии. Также в рамках телевизионного проекта будут созданы передачи о информационной деятельности на Восточном фронте, пресс-центров Верховного Совета Абхазии, представительства республики в Москве и Западной Европе. Проект «Бойцы информационного фронта» реализуется в рамках программы Государственной комиссии по празднованию 30-летия Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Открывает проект интервью с лингвистом и дипломатом, полномочным представителем Республики Абхазия в странах Западной Европы в 1993-1998 годах Вячеславом Чирикбо, который расскажет об абхазском землячестве в Европе, об организации, деталях и особенностях работы зарубежной абхазской диаспоры на информационном фронте в период Отечественной войны народа Абхазии. Заявления наши, да, которые очень важные были, я тут же переводил в английский язык и передавал их в ОНН. Они послали уже в ООН и по всем посольствам послали. Вот. И, значит, кроме того, наша диаспора меня снабдила факсом, снабдила, значит, компьютером и даже частично оплачивали телефонные разговоры мои, потому что это была действительно интенсивная работа. Фактически офис работал в моей квартире и в Лейдене, потом я переехал в Гаагу тоже. И хочу назвать имена тех, кто очень был активным, просто герои. Это Зики Кабба, это Оскан Тарба, Митхат Агосба, Рейхан Азагуа и очень много других людей. Кроме того, у нас была просто поставлена работа, связь с Абхазией, с Гудаутой и с Москвой были просто как сейчас говорится, онлайн-режиме, хотя не было, конечно, онлайн тогда еще. В Москве работала Лиана Кварчелия, Таня Гулия, просто как часы работали, Игорь Сергегия. Здесь в Гудауте тоже у меня с нашими журналистами были постоянный контакт. И буквально все наши заявления парламента Абхазии, заявления президента, главы Абхазии и очень важные другие заявления моментально послались в Москву, из Москвы, или прямо ко мне, или через Москву. Я их тут же переводил и послал, в ОНН или Джорджу Хьюиту, или Казанбе, наша абхазская семья в Нью-Йорке была, Казанба, Инал Казанба, его отец Яхи Казанба.
очень много работали над вот тоже преодолением информационной блокады, и тут же все это шло в ООН и во все посольства, и во все правительства мира. Бойцы информационного фронта Вячеслав Чирикба об абхазском землячестве в Европе в нашем вечернем эфире. Интурист Travel Fest – первый туристический фестиваль для профессионалов турбизнеса в Абхазии, организованный туристической компанией «Интурист» при партнерстве группы компаний «Гаруда» и «Минтуризма». Более 200 турагентов со всей России встретились в Сухуми, где проведут 5 активных дней, посвященных знакомству с туристическим продуктом Абхазии и Черноморского побережья в целом, деловому общению, выездам на экскурсии и отдыху. Принимают участников фестиваля 2 площадки «Гаруда Бутик Отель» и «Гаруда Глэмпинг». Все подробности в ближайших выпусках. 17 мая в Москве прошло 3-е совместное заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба Минэкономики Республики Абхазия. В ходе совещания стороны отметили, что из 45 мероприятий программы реализовано 18 мероприятий, принято 5 соглашений, 7 меморандумов, 10 законов, 13 подзаконных актов, 17 в стадии реализации, 10 еще проходят процедуру согласования. В ходе заседания стороны отметили важность реализуемых мероприятий для социально-экономического развития Абхазии и укрепления взаимодействия государств сторон в торгово-экономическом и социальном направлениях. Руководители госстандарта Абхазии и России обсудили перспективы сотрудничества. В Москве в рамках Международного метеорологического форума «Метеорология без границ-2023» состоялась официальная встреча председателя госстандарта Республики Абхазия Нарсоу Сангуля с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метеорологии «Росстандарт» Антоном Шалаевым, сообщает пресс-служба Госстандарта Республики Абхазия. По результатам переговоров российская сторона предложила передать во временное пользование Госстандарту Абхазии средства измерений на безвозмездной основе. В связи с принятием постановления Кабинета министров Республики Абхазия от 16 мая РЭО Управление ГАИ МВД Республики возобновляет работу по приему практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители на получение права на управление транспортными средствами, сдавших теоретический экзамен. В связи с большим количеством кандидатов в водители прием практического экзамена будет проводиться сотрудниками ГАИ как в будни, так и в выходные дни. Практический экзамен принимается на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. О дате и времени проведения практического экзамена кандидатов в водители проинформируют представители автошкол. Еще один свидетель защиты Игорь Ловчев заявил, что видел Эрика Чкадо в районе Учхоза за час до убийства на набережной. Бывший сосед родителей Эрика Чкадо гулял с собакой в день убийства и видел, что тот приехал кормить собаку отца. По его словам, это произошло в промежутке между часом и 2 дня. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года состоялось в Сухуми. Подробнее в репортаже Надежды Боровиковой. Очередное заседание суда началось с рассмотрения ходатайства подсудимого Беслана Бганба, которое он направил в письменном виде из СИЗО СГБ. Ранее он был удален из зала суда до прений сторон за нарушение регламента. Неоднократно защитниками заявлялось ходатайство о привлечении меня, пишет Бганба, к участию в судебном разбирательстве, в частности, когда судом допрашивались эксперты, которым было поручено проведение экспертизы. Но судом не удовлетворялись, тем самым ограничены мои процессуальные права как обвиняемого. В обсуждении вопросов, касаемо якобы моей причастности к убийству, в котором меня обвиняют, я уже долгое время лишен права защищать себя. Право обвиняемого на защиту включает в себя не только право пользоваться помощью защитника, но и право защищаться лично. Прошу вас разрешить мне участвовать в судебном разбирательстве. Сторона защиты поддержала ходатайство, гособвинение выступило против. Коллегия судей, совещаясь на месте, в удовлетворении отказала. В зал суда пригласили свидетеля защиты Игоря Ловчева. С апреля 2019 года по февраль 2020 он снимал квартиру в районе Учхоза в одном подъезде с родителями подсудимого Эрика Чкадо и видел его возле дома 22 ноября 2019 года. У Юрия Грамтовича была собака. У меня тоже была собака. И Юрий Грамтович периодически отъезжал
в Москву, еще куда-то по делам. И когда он отлежал, он просил меня кормить его собаку. Она жила там наверху над гаражом. Я помимо того, что кормил ее, наши собаки дружили друг с другом. И я забирал собаку, у меня был ключ. И мы ходили гулять вместе, я выгуливал ее. В тот день, по времени я прям точно не могу сказать, но с 13 до 14 часов, как раз в обеденное время, я выходил со своей собакой гулять. Юрий Грамович, когда уехал, сказал мне, что надо не только покормить ее, но заканчивался корм, надо было купить корм. Оставил мне деньги. И в этот день я выходил гулять со своей собакой, мы ходили на море. Я пошел в гараж для того, чтобы забрать его собаку и вместе прогуляться. И увидел, как Эрик как раз приехал на машине Юрия Грамовича. Он сказал, что он сам покормит собаку, что он привез корм, покупать ничего не надо. Поэтому мы прям перекинулись буквально несколькими словами на какие-то отвлеченные темы по охоте, по собакам. И потом он поднялся к себе домой, ну то есть в квартиру родителей, а я пошел к морю. И гуляли там порядка часа. Я приехал, ни машины, ни Эрика уже не было. Об убийстве на набережной свидетель узнал в тот же вечер, когда пошел с женой гулять на набережную. Факт встречи с Эриком Чкадуа он описывал в своих показаниях в 2022 году. Света Чкадуа просила на всякий случай написать, с учетом того, что я здесь редко появляюсь, а эти показания, насколько я понимаю, важны. Она просила меня дать их, написать их и заверить их у нотариуса. После чего я эти показания отдал ей, и все, дальше я не знаю, где. Отвечая на вопросы обвинителей, Игорь Ловчев пояснил, что запомнил точный день и события, потому что по возвращении родителей Эрика Чкадуа из Москвы они неоднократно обсуждали ту встречу. Свидетель подтвердил также, что знал о том, что Эрик Чкадуа в розыске. Они не задавали такие вопросы. Мы просто обсуждали о том, что произошло в этот день, и я сказал, что я видел Эрика в такое-то время, что он приезжал и так далее. То есть эта информация от меня исходила, а не то, что у меня ее спрашивали. Скажите, вам что-нибудь известно, что в этот момент Эрика искали, подозревали? То, что его разыскивали, да, известно было после этого, после событий. После того, как все произошло, я помню, что, да, мне говорили, что Эрик находится в розыске, его разыскивают. Игорь Ловчев сообщил, что в ходе его с Эриком Чкадуа разговора к ним никто не подходил. Прокурор Руслан Тыркба спросил, как тогда объяснить показания их соседки Валины Сангулия, которая тоже видела Эрика Чкадуа в тот день. Смотрите, там расположение домов настолько близко друг к другу, что от гаража до Валининого дома, где она очень часто просто во дворе с детьми была, метров 50. Поэтому к нам никто не подходил, но была ли она там в этот момент, я точно вам не могу сказать. Игорь Ловчев сообщил суду, что познакомился с Эриком Чкадуа в апреле 2019 года и впоследствии виделся с ним от силы 5 раз, всегда на учходе, когда он приезжал к родителям. На протяжении полугода мы виделись 4-5 раз. Это могло быть условно какой-то раз там через неделю, да, а какой-то раз через 2-3 месяца. Это же не так, что, правда, каждый месяц он приезжал туда в определенное время, и я его видел. Прокурор Руслан Тыркба отметил, что с апреля по август Эрик Чкадуа находился в местах лишения свободы, а с августа был под домашним арестом. Гособвинитель переспросил, уверен ли свидетель в своих показаниях. Если я вас правильно понял, то начиная с апреля и по август я его видеть не мог, так как Эрик находился под арестом, правильно, под стражей. Я, к сожалению, не знаю, под каким арестом находился Эрик, но я говорю, что я его видел. Я от своих слов не отказываюсь. Значит, это было с августа по ноябрь, но в апреле мы тоже увиделись, когда я приехал. Свидетель не захотел сообщать номер телефона местного оператора, которым пользовался, когда жил в Абхазии, номер машины, на которой ездил. При этом Игорь Ловчев признал, что официальным владельцем машины была мама Эрика Чкадуа. Также он пояснил, что приезжал в Абхазию помогать теще по хозяйству. Где она живет, отвечать тоже отказался, подчеркнув, что это не имеет отношения к делу. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я помню, знаю, я не буду отвечать на этот вопрос. А для чего впутывать сюда моих родственников? Я имею право не свидетельствовать на своих родственников, правильно? Мало ли что тут может быть, прошу прощения.
Я не хочу подвергать опасности никого из своих родственников. Игорь Ловчев рассказал, что спустя недолгое время после его переезда в Абхазию он видел возле дома много машин с сотрудниками правоохранительных органов. На тот момент он уже был знаком с Эриком Чкадуа. Когда-то вечером мы с супругой приходили домой, и было очень много машин полицейских с краснодарскими номерами и так далее. И потом уже позже мы узнали о том, что там вот какое-то дело по похищению было человека. Свои вопросы свидетелю задали подсудимый и судьи, после чего Игорь Ловчев покинул зал. Спустя пару минут в зал вернулась мама Эрика Чкадуа и, обращаясь к присутствующим со стороны потерпевших, обвинила их в запугивании свидетеля. Вы каждый раз выходите и их До сих пор никого не трогают, слушайте, спокойно сидите, слушайте. Они в турбане скоро помолчите. Прекращайте, вы им не даете возможность говорить. Кому мы что не даем? Кого-то мы тронули из вас. 4 часа пугаешь. Пугают вечно, догоняют, пугают. Ну что это такое, слушайте? Люди не могут, они выходят какие-то, это помнишь, это не помнишь. Все он хорошо помнит. Причем он нас нашел, а не мы его. Они горлом хотят взять, вот тут насильно хотят приписать людям. Того, чего они не делают. В ответ на обвинение один из присутствовавших оскорбил Светлану Чкадуа, на что отреагировал ее сын Эрик Чкадуа. В зале началась перепалка. После того, как порядок был восстановлен, подсудимого Чкадуа удалили из зала суда за нарушение регламента. Обеим сторонам в зале были сделаны замечания. Подсудимый Димур Ахалая выразил свое возмущение и заявил о желании покинуть зал заседания. Можно подумать, что прокурор суд ведет, председатель, он сам в банках по перечи, сами видите, всегда начинается с зала, со стороны потерпевших. Но однако вы всегда зацикливаетесь на подсудимых. Если хотите по вашим, не знаю, регламенту или по указанию, без вообще адвокаты тоже пусть не приходят, судите как хотите. И мы уже не удивимся вообще. Во всем уровне полностью, в нарушение всех наших прав тоже осудите, мы не удивимся. Мы что-то, ваша честь, председательствующий, я к вам хочу лично обратиться. Когда вы начинали вообще изначально? Подожди. Все время оттуда начинают, да? Их почему не удалять удобрения сторон? Афган уже вы удалили, вот пример. Но... Нет. Не удалялись. Но удаление сторон, они же сидят, и следующий... Я закончу. Это, конечно, бутылки кидают, эти кидают. Это неуважение к суду, в первую очередь. А нам что? От участников процесса и от присутствующих. Наших матерей называют это уважение к нам? Или к вам. Или к вам. Ну, мы к вам нормально относимся. Прошу меня удалить вообще до конца судебного заседания. Не сегодняшнего. Разрешите, я удаляю. Воспользуюсь моим правом. Адвокат Автандил Чкадуа обратился к коллегии судей с просьбой отложить заседание ввиду сложившейся ситуации. Учитывая ситуацию, все-таки другое, если это возможно, уважаемый суд, наверное, перенесем на следующий суд сегодня. У вас имеется на сегодня заявление? Да, сегодня нет. Нет. Ну, если работы нет, давайте закроем тогда. Да. Следующие даты. Мы вас, суд на прошлом заседании призывал к тому, чтобы вы активизировали представление доказательств суду. А вы по одному свидетелю, представляете, собирается масса людей, которые ради одного свидетеля, надо что-то сделать. Прокурор Даур Амич походатайствовал о проведении проверки в отношении свидетеля Ловчева за отказ от дачи показаний. Свидетель ссылается на лицо, круг, который не описан в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса и не защищен иммунитетом от дачи показаний. Свидетель не ссылается на забывчивость, не ссылается, он просто отказывается давать показания. Статья 309, 310, расписку, которую дал свидетель, предусматривает ответственность за отказ от дачи показаний, что в данном случае государственное обвинение видит. Просим вынести определение с направлением расписки, с копией расписки, заверенной
в орган расследования для дачи оценки, для проведения проверки в рамках статьи 309 о наличии состава признаков преступления. Неоднократно я дважды задала вопрос, в частности, по машине, в частности, где проживает теща свидетеля. Он не дал Вопросы не пояснений. снимались. Я считаю, что это имеет важное значение. Это давало возможность стороне защиты, представляющей интересы потерпевшей стороны, проверить в последующем показания на достоверность показаний свидетеля Ловчева Игоря Юрьевича. Однако он умышленно сообщил о том, что отказывается давать ответы на данные вопросы, заявленные адвокатом со стороны потерпевших. Адвокаты выступили против удовлетворения ходатайства. Суд удалился в совещательную комнату, и спустя час решение было объявлено. В соответствии с частью 7 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, регламентирующей полномочия суда, если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны других участников процесса, должностного или иного лица, признаки преступления, он сообщает об этом соответствующему прокурору. В связи с этим судебная коллегия отмечает, что вопрос о наличии признаков преступления и необходимости выделения материалов дела для производства процессуальной проверки в отношении свидетеля Лавчева, ввиду его отказа отвечать на некоторые вопросы стороны обвинения, может быть разрешен лишь при оценке его показаний, которая в соответствии с требованием Уголовно-процессуального закона осуществляется в совещательной комнате при вынесении итогового решения по результатам рассмотрения дела. Иное свидетельствовало бы о существенном нарушении общих принципов уголовного судопроизводства и вынесении незаконного решения. Таким образом, на данном этапе судебного разбирательства дать оценку показаниям свидетеля Лавчева и насколько его отказ не отвечать на определенные вопросы стороны обвинения влияет на полноту исследуемых обстоятельств дела, не представляется возможным, в связи с чем ходатайство гособвинителя не подлежит удовлетворению. На этом заседание суда было отложено. Следующее назначено на 30 мая. Надежда Боровикова, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. В МВД прошло совещание о мерах по обеспечению правопорядка в период туристического сезона. С 1 июня личный состав министерства будет переведен на усиленный режим несения службы. Смотрите материал пресс-службы ведомства. Министр внутренних дел Вальтер Будба провел рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений ведомства по вопросам готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона. В совещании приняли участие заместители министра Руслан Ажиба, Беслан Чкаду, Араш Цвижба, начальники управлений Центрального аппарата ведомства. Как известно, меры по обеспечению безопасности и общественного порядка в период курортного сезона возлагаются на МВД Республики. Определяющие принципы деятельности правоохранительных органов в данном направлении – это предупредительно-профилактическая работа, сказал Вальтер Будба. Министерством внутренних дел разработан план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью, обеспечение безопасности и общественного порядка в период летнего-курортного сезона 2023 года. О распределении дислокаций сил и средств, графиках дежурств, личного состава и маршрутах патрулирования доложил начальник штаба МВД Денис Таня. Начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел доложили о готовности к проведению обозначенного комплекса мероприятий. Заслушав отчеты о ситуации в территориальных подразделениях милиции, Вальтер Будба дал ряд распоряжений. В связи с недокомплектом личного состава по ГОР-УВД прикомандировать сотрудников Центрального аппарата на время летнего сезона в районы для обеспечения контроля на объектах курортных зон, массово посещаемых туристами и популярных экскурсионных маршрутах. В частности, министрам даны указания усилить УВД по Гагрскому району и Гудаутский отдел внутренних дел числом опытных сотрудников оперативных подразделений Центрального аппарата. В связи с интенсивно развивающимися курортными маршрутами в восточной части Абхазии и Высокогорья Вальтер Будба поручил начальникам Ачимчирского, Ткварчалского и Галского отделов внутренних дел организовать тесное взаимодействие при обеспечении правопорядка на обслуживаемых территориях. В целях пресечения миграции уголовно-преступного элемента в районы курортных зон согласно распоряжению министра внутренних дел для круглосуточного дежурства на КПМ Мюссера
перекомандировываются сотрудники УР и ОКОН МВД. Усиливается контроль постов ДПС на республиканской трассе. С 1 июня весь личный состав МВД будет переведен на усиленный режим несения службы. Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков. К несению службы и прохождению учебной практики приступают выпускники и курсанты Высшей школы милиции МВД Абхазии, а также курсанты, обучающиеся по направлению в вузах МВД России. Вальтер Бутба отметил, что на личный состав Министерства внутренних дел возложена большая ответственность. Особое внимание будет к работе блока криминальной милиции, милиции общественной безопасности. Необходимо максимально усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению правонарушений в курортных районах. Далее на совещании обсуждались вопросы материально-технического обеспечения ведомственных подразделений на период курортного сезона, а также взаимодействие с заинтересованными ведомствами по оперативному реагированию на все возможные инциденты. В рабочем порядке Вальтер Бутба дал конкретные поручения по организации служебной деятельности. Абхазские таможенники выявили незадекларированную сувенирную продукцию. Более 5000 сувениров обнаружили при досмотре машины на таможенном посту Сухум. Все материалы по данному административному правонарушению переданы в отдел дознаний таможенных расследований ГТК Республики Абхазия. К акции «Ночь в музее», которая состоится 18 мая, Международный день музеев, присоединится Музей Банка Абхазии, сообщает Апсны Пресс. В этот день двери музея будут открыты для посетителей с 19 до 21 часа. Гостей ждут интересные, увлекательные экскурсии по экспозиции, показ фильма «Чеканка своей монеты». Специальные программы к международной акции подготовили в Государственном музее Абхазии, Государственном музее боевой славы имени Владислава Арденба и Литературно-мемориальном музее имени Дмитрия Гулия. 27 мая в концертном зале имени Чайковского пройдет концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Художественный руководитель, народный артист Абхазии Карачаево-Черкесии Валерий Таня. Мероприятие состоится в рамках Дней культуры Абхазии в России. Организаторы — Министерство культуры России и Абхазии. Завершились полуфинальные игры международного турнира по футболу на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Арденба. Со счетом 3-1 Сухумский «Рубин» обыграл команду «Арсенал» Ленинградской области. 0-1 и Пятигорский «Медведь», обыграв Арцаху, из Очимчиры вышел в финал. 18 мая за 3-4 место поборются футболисты из Очимчиры Ленинградской области за главный кубок команды из Сухума и Пятигорска. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с ремонтными работами в четверг, 18 мая, с 0 до 22 будет прекращена подача воды в городе Сухум. Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, ВМ, центральные и нагорные части города, рынок, Маяк, улица Чанба, Турбаза, Кадорское шоссе. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 18 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24. Температура морской воды плюс 14. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.